Здравствуйте. Очень скоро будет рассмотрен проект закона Государственной Думой о выделении 1 гектара земли для жителей Российской Федерации. Этот проект закона нацелен на то, чтобы стимулировать экономику. Его неоднократно обсуждали как представители общественности, так и средства массовой информации. На нашем информационном ресурсе Якутия Медиа мы также привлекали членов экспертов и собирали разные мнения по этому вопросу. И мне, как редактору издания, тоже есть что сказать. По моему мнению, проект закона достаточно сырой в настоящем его виде. Мне, как жителю республики, абсолютно понятно, что его нужно дополнить, вот, учитывая интересы жителей самой республики Саха. В частности, мне, как жителю республики, кажется, что вот территория нашей Арктики, практически все арктические районы не могут подпадать под действие этого проекта федерального закона, потому как, скажем так, там ущемляются интересы коренных малочисленных народов севера, проживающих на территориях. Более того, там отсутствует определенная инфраструктура. В частности, проектом федерального закона предусмотрена форма подачи заявлений через телекоммуникационные каналы. Ну, всем нам известно, что пока у нас технически такой возможности нету. Мы все знаем, что скорость интернета в северных районах у нас пока еще не очень высокая. Все мы прекрасно знаем, что есть у нас и территории, где, особенно в сельской местности, где жители испокон веков косили траву, сено заготавливали. Все эти земли, они, ну, по документам являются собственностью или принадлежат на форме длительной аренды этим гражданам. Но поскольку граждане возрастные и не всегда, может быть, участвуют в экономической и политической жизни республики, не знают, как оформить правильно этот участок, я говорю сейчас о дачной амнистии. Чтобы нам, жителям республики, быть готовым к этому закону, к принятию такого закона, а я уверен, что рано или поздно этот закон примут, не могу сейчас стопроцентно сказать, что там какие-то поправки, подготовленные правительством республики, будут услышаны, но мы, жители нашего региона, должны прежде всего быть к нему готовы. И, соответственно, нужно прямо сейчас уже заботиться о том, чтобы у нас не смогли отобрать наши земли, скажем так, да, пусть это будет очень громко сказано, но нужно привести документы в порядок и оформлять правильно эти участки. В проекте федерального закона четко говорится о том, что в нем не могут, в получении земельного участка не могут принимать участие иностранные граждане и юридические лица с иностранным капиталом. Это правильное решение. На нашей земле должны находиться исключительно наши граждане. Необходимо, чтобы в законе было четко прописано условия, при которых вот эти участки раздаются, чтобы не смогли ни в коем образе, никакими обманными, мошенническими путями не прийти, не заполучить эту землю люди с другого государства и юридические лица с капиталами, скажем так, за рубежом. Законом четко определены границы, территории, кадастровые участки, поэтому закон касается абсолютно всех граждан, не только, скажем так, людей, которые проживают в окрестностях городов и населенных пунктов республики, но и жителей удаленных территорий, скажем так, да. Это не только может быть дачный участок, это могут быть территории сельхозпользования, посевные пашни, это могут быть сельхозугодия по заготовке сена, охотничьи хозяйства, рыболовные объекты. Вот все это подпадает под действие закона, поэтому всем нам не нужно оставаться в стороне и нужно быть готовым к принятию такого закона. Спасибо за внимание, до свидания.